Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеевна. Сегодня в нашей передаче мы говорим о первой помощи при острых кишечных инфекциях у детей. Острые кишечные инфекции – это инфекционные заболевания, характеризующиеся жидким стулом, рвотой, обезвоживанием организма и общей интоксикацией. Давайте послушаем, что расскажут нам мамы о том, как болели их дети кишечной инфекцией. Скажите, пожалуйста, была ли у вашего ребенка когда-нибудь кишечная инфекция? Да, у меня 2 детей, и наряду с этим у нас была кишечная инфекция у обоих. Как вы думаете, какова была причина этого заболевания? Сначала заболел мой старший сын, ему 6 лет. Через сутки заболел младший, ему 1,5 годика. Потом заболели остальные члены семьи, взрослые. Это я и мой муж. Причиной, я думаю, могли быть это контакт уже с другими детьми, которые переносили данную болезнь. Какие симптомы были при этом заболевании? Сначала у старшего ребенка началась рвота многократная, потом жидкий стул, дальше повышение температуры, слабость. Те же симптомы были и у остальных членов семьи. Какую помощь вы оказывали своему ребенку при первых симптомах заболевания? Я стала давать обильное питье и смекту. Обращались ли вы к врачу? Да, мы вызвали врача на дом, и дальнейшее лечение мы продолжали в домашних условиях. Была ли у вашего ребенка кишечная инфекция? Да, была у ребенка кишечная инфекция, примерно в возрасте 2,5 года. Но мы, скорее всего, подумали, что это мы отравились от арбуза, потому что мы ели его в начале августа, но арбуз тогда еще не поспели до конца. Какой-то не такой был. Какие симптомы были при этом заболевании? У нас ребенок тогда очень сильно живот болел, вырывал чуть ли не сутки. Потом температура поднялась, мы уже тогда скорую вызвали. Нас на скорую забрали сразу в Шахаданскую больницу. Продолжали ли вы лечение в инфекционном отделении? Нет, мы тогда отказались лежать, лечились на дому. Потому что нам выписали лекарства там, и тут дома давали. Какую первую помощь вы оказывали своему ребенку при первых симптомах заболевания? Мы сразу ждали регидрон, потому что он уже поносил, вырывал от рвоты, мы давали смекту. И температуру сбили, и все. Возбудителями острых кишечных инфекций являются бактерии, вирусы или простейшие. Существует много видов бактерий, которые, попадая в пищеварительный тракт, спокойно переносят желудочный сок, начинают активно размножаться и выделять токсины. В результате возникают все симптомы воспаления желудочно-кишечного тракта. Кишечные инфекции бактериальной природы, вызываемые заведомо патогенными бактериями, это брюшной тиф и паратифы А, Б, С, дизентерия, сальмонеллез, и ярсиниоз, холера и другие. Или вызванные условно-патогенными микроорганизмами – клепсиеллой, протеем, кластридиями, синегнойной палочкой и так далее. Часть инфекций можно назвать не слишком серьезными, но среди болезней есть и те, которые без грамотного и своевременного лечения могут привести даже к летальному исходу. Особенно у детей, организм которых еще недостаточно крепкий. Среди простейших, живущих в организме человека, имеется множество разнообразных видов. Лямблиоз, паразитарная инфекция, в роли возбудителя выступает одноклеточный простейший паразит из рода жгутиковых. Местами обитания лямблий являются загрязненные водоемы, сточные воды, грязные песочницы во дворах. К паразитарным инфекциям относится криптоспоридиоз, вызванный внутриклеточными простейшими криптоспоридиями. Заражение криптоспоридиозом происходит при употреблении зараженной возбудителями воды, молока, пищи, реже при контакте с инфицированными животными или человеком. Уникальной особенностью криптоспоридии является их устойчивость к дезинфицирующим средствам, в частности к хлору, а также малый размер, что позволяет им свободно проникать через многие фильтры. Возможны случаи группового заражения в детских садах, школах и семьях.
К одному из видов простейших относятся балантидии. Они принадлежат группе инфузорий и встречаются также в организмах некоторых млекопитающих. Свиньи, крысы, собаки являются такими же носителями балантидий, как и люди. Причинами острых кишечных заболеваний является также многочисленная группа вирусов. Ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, энтеровирусы, калицивирусы, коронавирусы и другие. Среди них первое место в инфекционной кишечной патологии принадлежит ротавирусам. Ротавирусы поражают население разных возрастных групп, однако преимущественно болеют дети в возрасте до 3 лет. Ротавирусная инфекция чаще наблюдается в холодное время года. Норовирус обладает высокой контагиозностью, устойчивостью и длительным сохранением жизнеспособности во внешней среде. Заражение происходит при употреблении инфицированной водопроводной и децентрализованной воды водоемов и общественных бассейнов. Из продуктов наиболее опасными являются недомытые овощи и фрукты. Причиной инфицирования является также тесное общение с больным человеком, грязная посуда, предметы обихода, немытые руки. Есть вероятность заражения воздушно-капельным путем при попадании микробов в окружающую среду с частицами рвотных масс больного. Восприимчивость к кишечным инфекциям разная и зависит от нескольких факторов. Возраст, иммунитет, социальное положение и качество жизни. Острая кишечная инфекция у ребенка развивается при попадании бактерий через рот. Чтобы заражение произошло, в организм должно попасть определенное количество болезнетворных микробов. При внедрении инородного тела иммунная система ребенка включает защитную функцию. Бактерии гибнут под действием слюны, желудочного сока, иммуноглобулинов в кишечнике. Но не всегда защитных сил организма оказывается достаточно, чтобы уничтожить попавшего возбудителя инфекции. Часть кишечных инфекций можно назвать не слишком серьезными, но среди болезней есть и те, которые без грамотного и своевременного лечения могут привести даже к летальному исходу. Особенно у детей, организм которых еще недостаточно крепкий. Малыши до 5 лет более подвержены инфекции, так как защитные силы их организма еще не сформированы. В нашей передаче принимает участие врач-инфекционист бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр Наталья Николаевна Андреева. Острая кишечная инфекция является самым распространенным заболеванием у детей до 14 лет. Процент составляет больше 70%. В основном дети заболевают в летнее время. Это связано с тем, что дети активно употребляют воду, купаются в открытых водоемах. Связано с жаркой погодой и все-таки употребление продуктов питания свежих фруктов и овощей в большом количестве. Возбудителем острокишечных инфекций является у детей это бактериальные инфекции, это и может быть дизентерия, сальмонелла, кишечные инфекции по типу эшерихиоза, могут быть сальмонеллезная инфекция, может быть это стафилококки, которые очень хорошо размножаются в пирожных, тортах, особенно в жаркое время года. Могут быть возбудители вирусные, это ротавирусы, энтеровирусы, это вирусы Норфолк. Вирусы гриппа и аденовирусы также могут протекать у детей в виде кишечного синдрома. Также простейшие могут вызывать кишечный синдром. Кишечные синдромы характеризуются рвотой, поносом, болями в животе. У детей это может быть также и высокая температура. Жидкий стул может быть, в зависимости от возбудителя, может быть в большом количестве, может быть в малом количестве и по объему, и по количеству. Основными путями передачи кишечных инфекций это является контактно-бытовой путь передачи. У детей, особенно младшего дошкольного возраста, это связано с общими игрушками, может передаваться через соску. Если один из членов семьи заболевает, или взрослые, или дети, при употреблении сырой воды или сырого молока. Употребление некачественных продуктов питания также может вызвать заболевание острой кишечной инфекции. Проявляется острая кишечная инфекция при бактериальных инфекциях. Это от момента проникновения возбудителя до развития симптомов может быть до 7 дней.
При вирусных заболеваниях это может быть от нескольких часов до 2-3 дней. При каких симптомах заболевания необходимо бить тревогу? Если ребенок маленький, у него бывает частая обильная рвота, выраженная боль в животе. Если очень частый жидкий стул, то необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. Если температура длительное время и очень высокая, тоже необходимо обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной медицинской помощью. Чтобы профилактировать острокишечные инфекции, необходимо соблюдать ряд мер. Это обязательно соблюдение личной гигиены. Это необходимо мыть руки чаще и с мылом после прогулки, после посещения туалета. Не грызть ногти, употреблять продукты питания с хорошим сроком годности. В жаркое время года необходимо обязательно пить только кипяченую воду. Кисломолочные продукты обязательно нужно смотреть срок годности. Свежеприготовленную пищу необходимо хранить, если это не съедено, необходимо хранить в условиях холодильника. Ни в коем случае не смешивать свежеприготовленную пищу с пищей, которая была приготовлена накануне. Если оставшиеся продукты питания сохранились, не съеденные, необходимо их подвергать термической обработке. Каковы же симптомы острых кишечных инфекций? Со стороны желудка это тошнота, однократная или многократная рвота, не приносящая облегчения, тяжесть в эпигастральной области, появление рвотного рефлекса на попытке приема воды или пищи. У младенцев моментальное срыгивание после приема грудного молока или детской смеси. Со стороны тонкого кишечника это вздутие живота, боль разной интенсивности в области пупка, урчание в кишечнике. Со стороны толстого кишечника это профузный жидкий стул, содержащий примеси слизи, иногда и крови, болезненность при испражнении, боли по периметру живота, отдающие в прямую кишку, спазмы и ложные позывы акта дефекации. Опасный симптом для детского организма – стремительное обезвоживание. Недостаток воды ведет к угнетению работы почек, печени, головного мозга. Нехватка жидкости способствует росту концентрации токсических веществ в организме, а интоксикационное отравление может стать причиной летального исхода болезни. Как распознать признаки обезвоживания у маленьких детей? Это сухая слизистая оболочка рта и носа, пересохшие губы, из-за недостаточной выработки слюны выражены глотательные движения, язык выступает наружу, слюна вязкая, отсутствие слезной жидкости, ребенок плачет без слез. Из-за нарушения работы почек мочеиспускание реже 1 раза в 2 часа. Рвота, жидкий стул, потоотделение, сухая кожа самостоятельно собирается в складки. Токсины, вырабатываемые бактериями, быстро попадают в кровеносное русло и разносятся по всему организму ребенка. Вследствие этого появляется еще один симптом – интоксикация. Наличие в крови токсических веществ приводит к повышению температуры тела, вызывает боль и ломоту в мышцах, костях. У малышей могут проявляться судорожные сокращения в конечностях. Из-за повышенного мышечного тонуса голова запрокинута назад, веки быстро смыкаются. В тяжелых случаях поражаются крупные нервы и нервные стволы, что проявляется нейротоксикозом. Для такого состояния характерно нарушение сознания вплоть до его потери, сильные головные боли, нарушение двигательной активности, острая чувствительность к звукам и свету. Какую же первую помощь нужно оказать ребенку с острой кишечной инфекцией? Тяжесть состояния ребенка обусловлена обезвоживанием и интоксикацией. Наиболее важная задача – это борьба с обезвоживанием. Ребенок должен пить как можно больше, чтобы избежать тяжелой степени обезвоживания, которая является угрожаемым для жизни состоянием. В первые часы заболевания поите ребенка кипяченой водой и специальными препаратами для регидратации. Это оралит, регидрон и другие препараты. Если у ребенка начинается рвота после выпитой жидкости, то давайте ему жидкость только по чайной ложке через каждые 3-5 минут. Не давайте ребенку сок, сладкий чай, газированную минеральную воду и другие сладкие напитки в первые часы заболевания. Удаление токсинов из желудка и кишечника малыша происходит естественным путем при рвоте и диарее. Понос и рвота – защитные механизмы организма. Таким способом он избавляется от вредных токсинов.
Поэтому не давайте ребенку в первые часы заболевания препараты, останавливающие диарею и рвоту. Кроме этого, вы можете помочь организму справиться с токсинами с помощью энтеросорбентов, активированного угля, полисорба, энтеросгеля, смекта и других препаратов этой группы. Высокую температуру при острой кишечной инфекции также нужно сбивать. Соблюдайте возрастную дозировку и способ применения лекарственного средства, указанный в инструкции. В этом случае вероятность побочных эффектов остается минимальной. Обратите внимание, самолечение опасно. Без назначения врача можно применять растворы электролитов против обезвоживания и сорбенты. Все остальные лекарства, в том числе кишечные антисептики, может назначить только врач после осмотра ребенка. Обращение за медицинской помощью обязательно в следующих случаях. Понос у ребенка грудничкового возраста. Сильная приступообразная боль в животе. Сильная рвота, когда нет возможности поить малыша. Цвет мочи темный. В стуле есть примеси крови. Скудное мочеиспускание, отсутствие мочи около 6 часов. Запавшие глаза, сухость кожи, слизистых оболочек. Высокая температура. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.